Добрый день, приветствую всех. Сегодня у меня в гостях мой коллега, мой друг Михаил Невелев, Михаил Юрьевич Невелев, как я его и называю, Михаил Юрьевич, у которого, который хотел бы нам сегодня рассказать про одно очень интересное дело. И, как мы знаем, на Северном Кавказе очень много лепили просто дела, уголовные дела, и обзывая всех фашистами, вернее, фашистов нацистами сейчас украинцев обзывают, нас обвиняя там разными исламистами и так далее. Некоторые товарищи, конечно, такие бывали, но по большей части эти люди чаще всего делались Федеральной службой безопасности России или правоохранительными другими органами России, лепили, как говорится, Горбатова. И вот Михаил Юрьевич поучаствовал в одном деле, где очень много вещей, которые даже опытный адвокат был возмущен теми нарушениями, которые были со стороны как процессуальной стороны, так и по фактической стороне дела. Миш, приветствую тебя еще раз. И тебе слово. Расскажи, пожалуйста, что это за человек, Юсупов Юсуп, и вообще тебе слово, пожалуйста. Да, добрый день, добрый вечер. Добрый. Приговором Второго Западного окружного военного суда от 21 декабря 2021 года. Погромче чуть-чуть, Миш, тебя немножко плохо слышно. Юсупов Юсуп Вахаевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме оставшейся части воспитательной колонии строгого режима. Очень суровое наказание. Но ты расскажи, что значит статья 205, часть 1. Да. Он якобы, по мнению стороны обвинения и по мнению суда, склонял определенных людей к тому, чтобы совершить террористические акты. Будучи приверженцем идей радикального ислама, и склонял к нападениям на военнослужащих, с тем, чтобы убить и пожертвовать собой в конечном счете. Типа на самоподрыв, да, или самоубийство, такая операция. Это не бомба, да, напасть, отнять оружие, убить и отстреливаться, вот как-то вот таким образом. Ага. И почему ты считаешь, что он этого не собирался делать и что это все высосано из пальца? По многим причинам. Во-первых, очень нелепо сделан сам сценарий, потому что если он действительно совершал такие действия, то он их совершал в каком-то определенном месте в какое-то время, да, где обстоятельства подлежат доказыванию. И вот здесь у них появляются трудности, потому что с теми субъектами, кого он якобы склонял, он встречался крайне ограниченное число раз, то есть только с одним, собственно, 2 свидетелей. Со вторым он точным образом и не общался вообще никогда. Кроме того, и против нас фактически выставлены только показания вот этих 2 свидетелей, один из которых засекречен. Надо сказать, что я предложил с самого начала Юсупу, он очень молодой человек, 98-го года рождения, и я ему предложил сначала, когда я понял, в чем дело, с его слов,
Я сказал, давай мы не будем запираться, вот там нас не было, тут нас не было, а мы представим какую-то позитивную картину нашего видения, нашего ислама, потому что он действительно интересовался своей религией, очень серьезно посещал мечети. Но это не запрещено Конституцией России. Слава Богу. Пока. Вот. Да. Я ему предложил как бы набросать на бумаге тезисы для меня, чтобы я мог их переварить, чтобы мы могли вот эту позитивную картину, которая в нем, естественно, присутствует, ее выдать. И он меня, этот молодой человек, очень удивил. Он по-русски говорит не очень хорошо, в таком смысле. У него не поставлена речь, как он, конечно, все понимает, все говорит. Вот. Но когда он начал писать, меня удивило, он очень грамотно пишет по-русски именно. То есть видно, что человек, вообще говоря, образованный, читал книги. То есть он не пишет намного грамотнее, чем многие люди, которые другого языка не знают, только на русском. Вот. И он там подробно дал картину знакомства с этими людьми, которые его оговаривали. Просто подробную, и там вплоть до того, что он стал описывать, он доверчивый человек, его на этом мы взяли, на этом интересе, вот эти провокаторы. И он описывает там все свои эмоциональные состояния, вплоть до, значит, природы, какие-то такие. Поэтому вот психологический аспект, да, есть вещи, когда видно, что человек не лжет. Во-вторых, его семья. Я много общался с его родителями. Его отец участник контртеррористической операции на территории Дагестана в 1999 году. Соответствующим образом они там какой-то терпели в свое время, когда были вылазки на территории Дагестана. А какие были вылазки? Чуть-чуть отстранимся, Миш, это интересный момент. Какие были вылазки, если убрать пропаганду российскую? Ну, давайте на этом не будем заостряться. В 1999 году на территории Дагестана проводились какие-то ограниченные операции в отношении людей с оружием. Да? Ну ладно, оставим, да, эту ситуацию. Папа был контртеррористом, а сын стал террористом, по мнению ФСБ. Получается так, да? Да. Это один. Во-вторых, как бы мы готовы были представить просто народ. С их стороны два свидетеля и прокурор, а с нашей стороны народ. Он жил открыто. Он, правда, такой немножко интроверт, действительно, не очень общительный, да? Но в кругу своей семьи он как бы действительно раскрыт. Они представили мне такие фотографии, ну, там просто видно, что люди не позируют. Они очень друг к другу привязаны. А ведь террористы-смертники, у них всегда суицидальные наклонности имеют место. Они их не могут скрыть, они так или иначе вылезают. То есть вот психологический, например, портрет. Ну, не всегда, я, Миш, немножко не соглашусь. Не всегда. Людей просто иногда доводят до состояния, что лучше умереть, чем так жить. И тогда становятся смертниками. Просто мы это уже пережили. И вот от этих контртеррористов мы получали только террор. Как говорится, нас за что боролись, на то и напоролись. Миш, хорошо. Да, давай оставим. Да, мы хотели поговорить. Что не все я знаю, конечно. Я просто разговаривал с психологом, доктором наук, который специализируется как раз на религиозной психологии, она мне вот на эти моменты как бы отметила. Ну, вероятно. Миш, вот расскажи, в каком году его задержали, за что, ну, мы уже знаем за что, в каком году и ну, для чего, почему его вот обвинили в таком страшном преступлении? Хотя срок, в принципе, не такой уж и большой. Его задержали в середине 2020 года.
Но, как выяснилось из материалов дела, которые я пытался представить суду, начали оперативные мероприятия в отношении него и другого фигуранта проводиться где-то примерно за 1,5 года до этого. В течение 1,5 лет вот они это производили. В итоге они ничего не нашли. И в итоге закончилось тем, что они представили 2 свидетелей. И суд отверг все остальные доказательства, он на них в приговоре просто не ссылается, а только вот этих 2 свидетелей. Все, больше Конечно, никаких вот доказательств, ни аудио, ни... А у него 205 часть 1, точка 1 идет через 30-ю по независящим от него? Нет. Это совершенное деяние. Как совершенное? Он же не совершал ничего, нет? Склонять-то он склонял, а это полный состав. Да, все понял. Там полностью... Ну, он склоняет. Есть аудиозапись, видеозапись какая-нибудь? Кроме вот этих 2... Стороной обвинения действительно была представлена аудиозапись, вещественное доказательство. Там короткая реплика с нашей стороны, сторона защиты. Реплика, которая, по мнению стороны обвинения, принадлежит моему подзащитному. Мой подзащитный не отрицал, что он мог сказать, и что он действительно говорил нечто подобное. А что именно? Анализ этой реплики, которую мы дали, которая имеется в материалах дела, приводит к тому, что это его ответ на провокационный призыв совершить террористический акт. И поэтому суд, учитывая наше толкование, просто не стал даже ссылаться на это. То есть суд в приговоре ссылается только на показания 2 свидетелей. При этом с нашей стороны мы представили список несколько десятков, 60 человек примерно, более 60, которых мы просили допросить. Большая часть их по характеристике личности, но были свидетели, которым что-то было известно. Да? То есть были известны вот эти люди, свидетели, которые говорят против нас. Но надо сказать, что сторона обвинения очень сделала так, что некоторых свидетелей они просто вывели, жестко оказали на них давление. Это вот ваших свидетелей, вашей стороны? Наших свидетелей, да. Хотя они успели дать показания на следствии, но как бы не полные, их требовалось еще, конечно, допросить в суде. В суде нам не удалось их допросить, просто там действительно ему угрожало, прямую ему угрожали. А кто угрожает? Военная прокуратура или ФСБ? Неизвестно? Оперативные работники. Ага, оперативники. Да, на территории Дагестана. Судили в Москве, получается, правильно? Судили в Москве, да. И те 2 свидетеля, один открытый, другой засекреченный, это люди, которые живут в Москве или русские по национальности, да? Они живут в Москве. Данные одного засекречены, хотя нам известно, кто это. Оба они связаны с Дагестаном, но живут в Москве. Этнически русские? Один этнический русский, как мы считаем, да, мы не читали его анкетных данных. Но это который засекречен? По нашей версии, да? это русская. Русская? Женщина? Да. Она засекречена. Она в суде выступала, правильно, по голосу? Да, она выступала без... с потолка, как обычно, с потолка голос просто. Да, причем, голос свыше. Да, и голос был искажен. Это не делают. Это они вправе делать. Но они не вправе искажать до такой степени, что просто было непонятно. Что она говорит? Да, абсолютно. То есть я не обязан верить переводу прокурора, переводу судьи. Они не объясняют, что она сказала.
Меня же это не устраивает. И поэтому я несколько раз ходатайствовал о повторном допросе. Причем к этому ходатайству я прикладывал 12 листов вот протокола допроса, сделанные мной лично, да, и с анализом, почему этот протокол не может считаться. Там очень много вещей, совершенно непонятных ответов. И наводящих вопросов, и непонятных ответов, и всяких других я там разделил, просто систематизировал. Ну, все это было отклонено, более того, само ходатайство даже не было приобщено к материалам дела. Мне хотелось бы сказать теперь о тех потрясающих нарушениях процессуальных, которые просто выделяют это дело из ряда огромного количества других дел, которые мне приходилось участвовать, так или иначе, сопровождать. Вот. Во-первых, заявлен незаконный состав суда, но и заявлен отвод. Ну, как бы по всему составу. Ну, это как бы обычное дело, да. Суд рассматривает и отклоняет. Но в данном случае суд не рассмотрел. Даже не рассмотрел. Он просто отказался рассматривать отвод. И более того, он не приобщил к делу мое заявление об отводе. Оно было там многостраничным, я подготовил его дома. И более того, многие нарушения были совершены уже в этот день, перед тем, как я их заявил. Мне не было отказано в предоставлении времени для подготовки отвода. Само заявление мне тоже не дали толком прочитать. То есть там просто потрясающе. И само заявление и не приобщили даже к делу. И после этого они сказали, мы не будем рассматривать отвод, потому что вы раньше уже заявляли отвод, а тут вы по тем же основаниям не будем это заявлять. Что, ну, как я им докажу, если они само заявление не приобщили. Ну, разве что фонограмма, которая все-таки частично отражает мои доводы. Да? Другое нарушение, причем в суде квалифицированным, поэтому я исключаю, что это какая-то небрежность или легкомыслие, да, абсолютно сознательно понимали, что делать. Состав коллегии из 3 судей. А дело сопровождает ФСБ, да, я так понимаю? Да, такого рода дела всегда сопровождают. Да? Ага. Я Миш, так думаю, да? Ну да, смотри, вот вы обжаловали сейчас было решение? Конечно. Получили уже ответ или еще нет? Нет, сейчас идет подготовка апелляционных жалоб, примечания на протокол и так далее. И вот чего ты добиваешься, Миш? Ты понимаешь прекрасно, что в этой системе вот ты только себя сейчас подставляешь. Вот практически ты берешь огонь на себя. Мы с тобой были в разных делах были, и ты в многих делах участвовал. Ты очень ответственно берешься за дела, я знаю. Ты пропускаешь эти дела через себя, через сердце. И вот тебя, москвича, вот заинтересовало дело дагестанца, который, да, он не виноват, мы с тобой знаем, что очень много людей садится невиновных, и именно поэтому я уехал, бросив свою эту профессию, потому что было бесполезно просто бороться с этой системой. Чего ты ждешь от того, что вот мы с тобой это придадим огласке сейчас? Не боишься, что последуют репрессии по отношению к тебе? Тем более, давать интервью мне в России это не самое хорошее занятие. Я не разбираюсь, я полагаю, что любые средства массовой информации и публичного оповещения людей о нарушениях суда, нарушениях периода предварительного расследования должны быть известны людям. Но я все-таки надеюсь, что я имею все-таки надежду, что когда-нибудь все-таки позитивное развитие нашей судебной системы начнется. Хотя в период моей работы больше 20 лет, из них вот, примерно 12 лет
адвокат, в качестве адвоката, минимум 10 лет, в таком же качестве не имею этого статуса. Я, к сожалению, увидел очень порочные стороны функционирования судебной системы, и они даже, я бы сказал, усугубляются за последние годы. Поэтому, а как? Я серьезно отношусь к своей профессии, и то, что я встречаю в судах, это часто просто профанация, неуважение к профессии. В общем, а что по этому поводу говорит адвокатское сообщество? Молчит? Да, кстати, по этому делу я написал, не часто я обращаюсь к адвокатскому сообществу, но я написал, поскольку суд в ходе судебных заседаний неоднократно говорит, что адвокат злоупотребляет, еще что-то там нехорошее делает, то по этому вопросу я сделал распечатку судебного заседания 54 на 54 листах и послал в адвокатскую палату с просьбой дать оценку. Имеет ли место там злоупотребление, имеет ли место, что адвокат затягивает дело. Попросил их дать ответ, пока этого нет. Я хотел бы вернуться к процессуальным нарушениям, очень серьезным. Значит, первое, незаконный состав суда. Второе, суд не провел предварительные слушания, хотя мы конкретно указываем все основания для проведения. Ходатайствовали об этом при окончании предварительного расследования. А именно на предварительном слушании рассматривается ходатайство, в том числе о возвращении дела прокурору. Поскольку не была проведена эта процедура, мы вынуждены были по обычном судебном заседании заявлять, зачем дело прокурор. И нас тут прокурор сразу, и суд тоже стал указывать, вот на это вы не можете говорить, вот на это не можете говорить, потому что суду неизвестны те другие там обстоятельства, на которые мы ссылаемся. А в предварительном слушании мы бы говорили об этом совершенно спокойно. Поэтому это очень серьезно. А основания для возвращения дела прокурору имеются, конечно. И нам суд отказал, сославшись на то, что преждевременно заявлено. Но потом нам суд не дал возможность заявить такое ходатайство, потому что, и это следующее, очень серьезное нарушение, которого я раньше не встречал. Суд окончил судебное следствие до того, как сторона защиты сказала, что у нас больше нет доказательств. Просто суду не понравилось, как я представлял материалы дела. Причем я говорю, прошу выдать мне там первый плод. А зачем вам? Я говорю, как, я же готовился, мне надо суду представить доказательства. В общем, называйте листы дела. Я, например, называю листы дела, а он говорит, здесь нет доказательств, здесь процессуальный документ, допустим, ОРФ, да? Я говорю, а вы знаете, тогда я взял и назвал лист дела, который сторона обвинения представляла. И суд это не заметил. А там тоже был процессуальный документ. У суда на этой стадии должна быть пассивная позиция. Профессиональный участник представляет доказательства. Суд обязан просто их принять. Оценку потом. Он мне просто не дает там отдел. Я и в таком режиме все равно представлял. Идет препятствие. Не то слово, да. И в итоге просто суду надоело это все. И он просто волевым решением сказал, адвокат злоупотребляет, объявляем об окончании предварительного, то есть судебного следствия. Ужас просто. Там даже возмутилась даже прокурор, потому что это было объявлено до того, как мы дали показания. Поэтому суд все-таки вернулся на стадию судебного следствия и заслушал некоторые ходатайства прокурора в этой связи. Но это совершенно уникально. Да, это, конечно, нарушение. Уже они дальше зашли, чем даже когда я там тогда еще был. Чем дальше. Да, технологии
прогресс есть. Да, Прогресс есть. имитация судебной системы все больше приобретает более такие явные черты. Уже Да, неприкрытая имитация. да, обвинительный уклон, э, и ход непрерывно совершенно не в ту сторону, как говорил у меня один мой клиент, моряк по специальности, он говорит, курс прежний, но ход задний. Поэтому прогресс в другую сторону. Называется регресс. Да, регресс, совершенно верно. Ну, вот это вот я хотел сказать. Я полагаю, что нельзя это оставлять. Если у общества не хватает э, ресурсов, чтобы вот такие незаконные приговоры отменять, то ну, тогда-то просто будет какой-то социальный взрыв, так невозможно работать. И поэтому я вот считаю необходимым придать гласности вот этих тестов, о которых я говорил, Погромче, Миш, обстоятельства, чуть ты. которые Погромче. исследовались в суде. Да, поэтому спасибо, что предоставили мне возможность об этом сказать. Спасибо тебе, Миш, спасибо за смелость. Спасибо, Михаил Юрьевич, за вашу принципиальность. Я ею всегда гордился и дружбой, и твоей принципиальностью, и твоей порядочностью, и то, что ты сейчас делаешь, это очень важно. Я надеюсь, с тобой ничего не случится. И я, к большому сожалению, наверное, это не нужно говорить в эфире, но я не думаю, что что-то может в России измениться в лучшую сторону, по крайней мере, пока существует вот эта система, которая выстроена. К большому сожалению, мы, чеченцы, знаешь, есть такой американский профессор Пол Гобл, мы с ним дружим, общаемся, и как-то у меня в интервью он сказал, что чеченцы были канарейкой в угольной шахте. И мы, к сожалению, а он помогал нам очень сильно еще при Дудаеве, там человек очень такой взрослый человек, очень посвящен в чеченскую тематику, в российскую, он советолог, русолог, русист, если так можно сказать. И говорит, сожалею, что мы не оказывали, ну, не обратили должного внимания на то, что происходит. Ну да, конфликт русско-чеченский, ну, есть и есть. А вот то, что это был сигнал всему, что вот сегодня происходит, к большому сожалению, мы это упустили. Говорит. И мы, вот то, что вы сейчас увидите, и некоторые вещи, как бы, вам сейчас открываются, мы вот это истинное лицо вот этого режима, который сегодня у власти, увидели тогда еще в 99 году, когда вот те так называемые нападения, контртеррористические операции, которые были и в Дагестане, и в Чечне, и по всей России, если ты помнишь, отлично ты помнишь, я уверен, и теракты, которые в Москве проводились, и так далее, и так далее. И с таким остервенением, с такой ненавистью и к русским тоже, не разбирая, да, когда взрывают спящих людей в домах, это невероятно, конечно, что было. И сейчас эта вся система открывается уже в открытую в России. Уже судьи даже не пытаются делать вид, потому что они уже знают, что они безнаказанно все это уже на протяжении 22 лет, потихонечку, шаг за шагом, судебная система в Советском Союзе была, и какая-никакая, да, и все равно, и потом, когда Россия начала строить свободное демократическое государство, правовое государство, как они заявляли, входили во все международные институты и ратифицировали многие соглашения с разными правовыми, в том числе, институтами. Казалось, ЕСПЧ тот же самый, да, казалось, что ну что-то изменится, что-то изменится. К большому сожалению, ничего не изменится пока, но будем надеяться. Главное, знаешь, есть такая притча, я не знаю, как это правильно сказать, был большой пожар, и
муравей таскал воду потушить этот пожар. И ему сказали, ну ты что, раз ты сможешь потушить этот пожар, ну это же огромный пожар, куда ты лезешь? И он сказал, зато я перед Богом, когда встану, моя душа будет чиста. Я скажу, я сделал все, что мог. Поэтому ты, как обычно, делай все, что в твоих силах, Миш. Честь и хвала тебе. Ты нисколько не изменился. Это радует. Хоть мы с тобой много лет уже не общались. Спасибо, что вот решил высказаться. И будем надеяться, что все будет хорошо. Большое спасибо. Все, на этом тогда наше интервью заканчивается. Давай, всего хорошего. Ты не клади трубку, я сейчас остановлю запись и пообщаемся.